23 июля 1999 года после смерти короля Хасана II его сын Мохаммед становится новым королем Марокко. Сидя на троне, Мохаммед IV принимает клятву верности от знати королевства. Эта церемония ля-бейя свидетельствует о его признании 18-м монархом династии алавитов, предводителем правоверных, прямым потомком пророка Мухаммеда в 36-м поколении. За стенами дворца народ оплакивает умершего короля, но очень скоро очаровывается его молодым преемником, с которым связаны надежды на перемены и реформы. Одной из самых значимых из них стал новый семейный кодекс, принятый в 2004 году. Несмотря на сопротивление радикальных исламистов, он предоставил женщинам почти такие же права, что и мужчинам. Были введены строжайшие ограничения на полигамию, женщины получили право на развод наравне с мужчинами. В тот же год он реабилитировал и выпустил из тюрем жертв репрессий так называемых «свинцовых годов», но отказался назвать имена их палачей и принести извинения от имени государства. Но это желание провести реформы и демократизировать страну имело свои рамки. Мохаммед IV – конституционный монарх Божьей милостью. Он верховный религиозный лидер, но также обладает широкими политическими полномочиями, ограничивающими полномочия правительства и парламента, который остается совещательным органом. По Конституции 1992 года король обладает правом распускать парламент, назначать и отправлять в отставку премьер-министра. Но марокканцев не устраивает такая ситуация. С начала 2011 года они требуют большей демократии, экономического и социального равенства. Под давлением улицы Мохаммед IV объявил о создании комиссии по подготовке глубокой конституционной реформы.